Как вас встретили в республике? Чем вызван такой неожиданный приезд в Чеченскую республику? Мой приезд целиком и полностью связан с тем, что Чечня – это первый регион России, отменивший масочный режим. Это вызвало такое потрясение, мое личное и всех моих коллег, что мы поняли, что обязаны съездить в Чечню. Что вы можете сказать о медицине региона? То, что мы видели, на меня произвело большое впечатление. Прежде всего, это служба скорой помощи с единым диспетчерским центром, с абсолютно продуманной системой размещения станций скорой помощи, так, чтобы скорая успевала доезжать до пациентов за 20 минут. Такой стандарт введен в Москве. И, как мне рассказали доктора, скорая ваша справляется. Меня абсолютно поразила скорая помощь в виде мотоциклов. Просто я бы с удовольствием съездила на такой вызов. Это сделано для тех мест, куда не может проехать большая машина скорой помощи. Оснащена прекрасно с выдумками типа маленьких носилок складных и так далее. Мы побывали в больнице скорой медицинской помощи, прекрасно оснащенной, которая занимается инфарктами, инсультами. Она весь коронавирус проработала, всю вспышку на инфаркты и инсульты. А инфарктов и инсультов было в 20 раз больше, чем пациентов с коронавирусом, поэтому они приняли на себя колоссальный удар. И мы планируем сейчас поехать в больницу детскую, где было открыто новейшее инфекционное отделение, которое во время этой вспышки работало как ковидный госпиталь для взрослых. Потому что, как вы знаете, дети практически не инфицируются до 18 лет и практически не умирают от коронавируса. В этом смысле это уникальная инфекция. Чудо чудное, как я сказала, в начале вспышки. Я оказалась права. Елена Васильевна, скажите, пожалуйста, вот про вакцину. Давайте поговорим про Давайте. вакцинацию. Вот кому непосредственно нужно в первую очередь делать вакцину? Первое, что надо знать про вакцинацию, что русская вакцина «Спутник» – это вакцина мирового класса. Это единственное русское лечебное средство за 100 лет истории России, которое соответствует мировым стандартам изучения лекарственных средств. Потому что эта вакцина изучена на 40 тысячах пациентов, и данные о 20 тысячах добровольцах уже опубликованы. Это так называемая завершающая фаза исследований. Вакцина Pfizer изучена на 26, Moderna на 23, наша на 20. То есть абсолютный мировой стандарт. Сегодня весь мир, все наши коллеги восхищаются этой вакциной. Сейчас по просьбе американцев я помогаю им организовать телемост с создателями нашей вакцины, потому что в отличие от вакцины Pfizer, наша вакцина не требует минус 70 градусов. Одним словом, впервые за 100 лет истории нашей страны мы имеем мирового класса препарат. Этот препарат называется «Спутник» или «Гам-ковид-вак». Поэтому первое, надо понимать, что мы имеем изученный препарат, поэтому не надо его бояться. Это первое. Второе. Кому надо вакцинироваться? Чем старше человек, тем выше риски умереть. В мире сейчас вакцинация идет так. Вначале вакцинируют 80-летних, потому что каждый третий из заболевших после 80 лет умирает. Потом 70-летних, там умирает каждый четвертый из заболевших. Это колоссальная смертность. Потом 60-летних и выше, там умирает каждый пятый и так далее. Поэтому первая группа риска – это возраст 65+. Чем старше человек, тем у него ниже иммунитет. Это надо понимать. Поэтому ваши мамы, бабушки, папы должны вакцинироваться. Второе – это люди с сопутствующими заболеваниями. Ожирение, сахарный диабет, хронические болезни сердца, легких и так далее, и так далее. Это все группа, которая может умереть от коронавируса. Они должны взвешивать риск умереть и риск защититься. Риск защититься должен победить. Вот все. Себе сделали вакцину? Себе сделали вакцину? По регламенту вакцина не делается тем, кто перенес эту инфекцию с симптомами или без. У меня есть антитела в высоком титре. Поэтому я не вакцинировалась. Но если говорить о вакцинации, то я тот человек, который каждый год делает прививку от гриппа. И 2 года тому назад я полностью прошла вакцинацию от всех инфекций, от которых вакцинируют в детстве, потому что у взрослых людей нет иммунитета. То есть я
взрослым человеком вакцинированы от дифтерии, коклюша, столбняка, кори, пневмокока и герпеса. Таких людей, как я, еще есть один. Это мой муж. Когда формируется иммунитет вообще после вакцинации? После вакцинации иммунитет формируется. Сегодня это показано в вакцине «Спутник». Первые иммуноглобулины G появляются на 16-18 день. С 20-го дня человек считается защищенным, а глобально полного иммунитета, то есть большого количества антител, человек достигает на 28-42 день. Показано также, что после вакцинации антитела сохраняются минимум 10 месяцев, потому что у нас есть группа из 40 человек, это создатели вакцины, которые были вакцинированы в марте-апреле. У них у всех до сих пор высокий титр антител. Елена Васильевна, будет ли в вашей программе на Первом канале сюжеты Чеченской Республики? Ну, как вы думаете, я была бы как-то психически нездорова, если бы я приехала сюда со съемочной группой, логотипами программы здоровья, все сняла и не показала. Конечно, мы 9 марта у нас в программе «Жить здорово» будет репортаж из Чечни, и большой репортаж в здоровье будет 14 марта. Мы показали раньше, но там будут идти праздники, посвященные 8 марта, и мы будем там всю дорогу поздравлять всем Первым каналом женщин. О чем вы собираетесь в этой программе рассказать? Именно о том, что Чечня отменила маски, достигла нижайшей заболеваемости и нижайшей смертности. В Чечне сегодня инфицированность пациентов коронавирусом снизилась в 20 раз. Это большой успех медиков республики. Значит, можно сказать, что мы идем по правильному направлению с борьбы с коронавирусом? Конечно, конечно. Елена Васильевна, а какие-то пожелания можно жителям республики? Здоровья вам, жители республики. Что еще может человек пожелать, у которого на груди написано одно короткое слово – здоровье и жить здорово. Я вам желаю мокшал и дикода. Елена Васильевна, скажите, какие факторы риска есть, если не сделать вакцину? Тяжело болеть и умереть, если вы из группы риска, если вы не сделаете вакцину. Это тот риск, который вы должны для себя оценивать. Именно на что нам нужно, какие мотивации нужно нам, чем мы должны управлять? Например, у меня больное сердце, либо ожирение, либо чем мы должны? А я же сказала, я перечислила всех, кто в группе риска. Но какая мотивация должна быть у вас лично? Вы должны взвесить свои личные факторы риска. Возраст, ожирение, диабет, пол, потому что у мужчин выше риск тяжело болеть и умереть, группу крови, у 2, 3 и 4 группы крови выше риск тяжело болеть и умереть, ну и так далее. Но прежде всего возраст и сопутствующие болезни. Ожирение и диабет – первое место.